Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Республиканской клинической больнице номер 3 исполняется 90 лет. В рамках юбилейных мероприятий проводят конференцию «Персонализированная и социальная профилактика» с участием врачей, научной общественности, руководителей медучреждений республики. Гость студии Михаил Югай, доцент кафедры управления экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Михаил Тарчильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Какие проблемы сейчас наиболее остро стоят в здравоохранении России? Сергей, проблемы, которые стоят в здравоохранении России, они также остро стоят во всем мире. И, в общем-то, эта проблема сводится к одному простому явлению, что у нас идет резкий разрыв между спросом на медицинские услуги, на медицинскую помощь и тем, что может предложить реально сегодня медицина. И гораздо быстрее растет спрос. И вот этот разрыв инфраструктурный, где-то он проявляется в недостатке препаратов, где-то в недостатке персонала, где-то в недостатке медоборудования или больниц. Но везде суть одна и та же. Разрыв между тем, что может предложить медицина, и тем, что хотят люди. Ведь мы сейчас сразу немножко забегу вперед, мы говорим про то, что нам нужно не увеличивать инфраструктурные возможности здравоохранения, потому что ни в одной стране мира сегодня нет этих бюджетов. Нам нужно менять модель. Говорит ли это о том, что наиболее эффективным методом увеличения продолжительности жизни будет профилактическое направление? Да, именно об этом это и говорит. Причем не только продолжительности жизни, но еще и качество жизни. Потому что изменилось в последнее время и почему, собственно, у нас вырос запрос на медицинскую помощь, потому что люди сегодня хотят жить не только дольше, но еще и качественнее, сохраняя функциональность и как физическую, так и ментальную организма. Поэтому это и есть то самое направление, куда сейчас пошло здравоохранение во всем мире. Что такое предиктивная медицина? Это как раз о профилактике, да, идет речь? Да, предиктивная медицина – это одна из таких сфер медицины, которая сейчас стала быстро развиваться, и смысл ее заключается… Prediction – перевод с английского слова «предсказать». Мы гораздо меньше потратим ресурсов, если мы предскажем заранее возникновение каких-то заболеваний, чем обнаружим их уже на развитой, не дай бог, стадии и начнем лечить. Поэтому предиктивная медицина – это то, что позволяет уменьшить расходы здравоохранения и сохранить здоровье на более ранних стадиях. Но для этого нужны соответствующие инструменты, с помощью которых мы можем предсказывать возникновение заболеваний. И одно из направлений на конференции, которая начинается сегодня, будет генетика. Генетика – это сегодня тот инструмент, который, наверное, самым точным обладает возможностями предсказания заболеваний. От каких факторов зависит сохранение здоровья человека? Мы знаем, что важна экология, эмоциональное благополучие, питание. На ваш взгляд, что наиболее важно? Я сейчас максимально к якутской приближусь тематике. Я встречался с Идей Дорой. Она спросила: ты в Якутию чего приехал? А я тогда ездил по Дальнему Востоку. Я говорю: я ищу секреты управления здоровьем. Она сказала: никаких секретов нет, все на поверхности. Мы на 65-70% состоим из воды, как организм наш человеческий, поэтому очень важна вода, очень важна еда, причем не только что и как мы кушаем и пьем, а вернее не только что, а еще и как мы это делаем. Очень важен воздух, которым мы дышим. Знаете, я вчера даже мы прилетели, вышел с самолета, вдохнул, дышать хочется в Якутии. Другое качество воздуха. И очень важная четвертая история – это те мысли, которые мы думаем. Качество мыслей, потому что все у нас идет из головы, и что у нас в голове, то идет на весь организм. Она говорит, этим определяется этими четырьмя факторами 80% всего здоровья. Остальное там какие-то есть уже тонкости. Я с ней совершенно согласен. Сегодня и завтра проводится конференция. Какие основные цели мероприятия и что вы ожидаете получить по ее итогам? Основная цель мероприятия – это то, о чем мы говорили в начале. Мы сейчас будем менять модель медицины. Вообще, я имею в виду, что мы, как врачи, мы будем менять всю модель медицины в мире в сторону именно предиктивной, профилактической, превентивной. И, это только слова, а за ними стоят инструменты. То есть сегодня накоплено достаточное количество инструментов, чтобы врачи могли этим пользоваться, начиная с завтрашнего дня буквально. И наша задача – дать те инструменты врачам в Якутии, которые позволят им довольно быстро перейти на эту новую модель здравоохранения. С этой целью мы, собственно говоря, пригласили
таких ведущих экспертов из России с тем, чтобы они рассказали, собственно говоря, что происходит не только в России и в мире, там, да, но очень близко к конкретике. Не к теории, а именно к конкретике. Вот вы сказали про инструменты. Как вы считаете, готовы ли наши медучреждения республики перейти вот именно на новую модель медицины и здравоохранения? Вы знаете, всегда есть определенный барьер в переходе от старого к новому, да, то есть мы стремимся, как любое общество, к положению устойчивого равновесия, поэтому любой переход к новому, он проходит, нужно энергию какую-то сообщить, чтобы движение пошло. Но Якутия готова больше, чем какой-либо другой регион в России сегодня. А что интересует наших медиков? Вот вы же общаетесь с врачами, на что обращают внимание наши медики? Ну, любому человеку хочется работать, если он профессионал, то любому человеку хочется работать с максимальным качеством. И вот этот вот разрыв между, о котором мы говорили в начале, между тем, что медицина сегодня максимум может дать, и то, что нужно людям, конечно, это не устраивает ни пациентов, ни врачей. Поэтому, в общем, им тоже, они очень интересуются той моделью следующей, которая должна прийти для того, чтобы уменьшить этот разрыв. Вот. И потом все новое, оно в любом случае интересно. Перейдем к проблеме, да, которая коснулась нашей страны, это, конечно же, санкции. Вот как вы считаете, в условиях санкций, как будет развиваться наше здравоохранение? С какими трудностями придется встретиться? Знаете, как жизнь же диалектична. Вот нет ничего, что имеет однозначно черную окраску или однозначно белую окраску. Какие минусы в этой истории? Минус то, что возникают риски. Я не знаю точно, как это будет, я не знаю, как долго будут санкции, но возникают риски у нас, связанные, первые, с изменением валютного курса. Да, то есть то, что мы закупаем за границей, будет дороже пропорционально росту курса. Второе, произошел разрыв логистических цепочек. Может быть, необходимые какие-то вещи, они не будут поступать вот так вот легко и просто. Может быть, их придется ждать. И возникают какие-то вопросы по оплате, там, да, по международным расчетам. Вот это отрицательная часть истории. А положительная часть истории в том, что медицина, она в последнее время перенасыщена. Она перенасыщена препаратами, перенасыщена оборудованием, методиками. И вот эта ситуация, она сейчас уберет все ненужное, там, да, быть какой-то вот такой шум, там, да, который всегда возникает вокруг какой-то крупной отрасли, и оставит самое необходимое и самое нужное, первое. И вторая история, она действительно еще больше увеличит скорость перехода от модели, которая у нас сейчас есть, там, тоже классическая медицина, там, да, она заключается в том, что пока у меня ничего не болит, я ничего не делаю, или там сильно не болит. Вот именно в той модели профилактической превентивной медицины, о которой мы говорим. Хочется узнать ваше впечатление от весеннего Якутска. Как вы считаете, что у нас, Весенний Якутск прекрасен, здесь пахнет. Мы вчера пролетели, было 24 градуса, вот, но мне казалось, что это не минус 24, а плюс 24. Вот, как я сказал, вышел с самолета, хочется дышать, и очень теплое, яркое солнце. Оно прям, знаете, такое впечатление, что оно греет не только снаружи, еще и внутрь как-то оно проникает и греет изнутри. Весной Якутск прекрасен. Ну и что бы вы пожелали нашим телезрителям, жителям нашего города? Вы знаете, Сергей, я считаю, что в Якутске живут очень чистые, светлые люди. Вот они, наверное, поэтому и чистые, что они живут, сохраняя связь с живой природой. Здесь очень сильная земля. И я желаю, чтобы эта связь не терялась, потому что, я думаю, отчасти вот те сейчас флюктуации, да, и турбулентность, которую мы имеем в мире, я считаю, по большому счету, она возникает в основном, это не конфликт, конечно, там, двух стран. Я думаю, что это отрыв большой человека от природы, от естественной, от его там, естественной среды обитания, там, да, и несоответствие вот этой модели, глобальное несоответствие вот, будущему развитию. Поэтому я думаю, что Якутия, что я могу пожелать, Якутия оставаться такими же светлыми, чистыми и жить по связи с природой большой, там, потому что в этом все будущее. Михаил Торричельевич, спасибо, что пришли к нам. Желаем вам успешной работы на конференции. Ну и ждем еще раз в гости. Приходите, спасибо, пообщаемся. Сергей. Спасибо большое. Спасибо. Ну и напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.